Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июль 2020 года для весов. Посмотрим, что ждет вас в этом месяце. Это у нас середина месяца и окончание месяца. Посмотрим отношения. 3 карты достанем из цыганской колоды. Посмотрим работу. И 2 карты на финансы. Итак, у нас двойка чаш выпадает весам, а это значит, у вас будет очень хорошо все происходить в личной жизни, да, то есть у нас чаши — это всегда наше настроение, это наши чувства, это близкие, семья и так далее. Ну и, конечно же, если мы будем говорить о делах и работе, то здесь тоже все будет проходить с удовольствием, здесь будут, если контракты заключаться, то опять же только с теми людьми, с которыми нам приятно работать, мы будем делать то, что нам нравится. В общем, карта, которая говорит о том, что у нас все очень приятно будет в этом месяце происходить, будет трогать наши чувства, но есть опасность у двойки чаш сливаться с другим человеком. То есть нужно не забывать о том, что вы отдельный человек, о том, что вам нужно как бы жить свою жизнь, чтобы вам нужно быть самодостаточным и независимым. Вот это важно, да, то есть самое важное, чтобы мы не слились с теми людьми близкими, либо с той профессией, которую мы любим, и тогда у нас все действительно будет в порядке, тогда будет гармонично все происходить. Первая часть месяца – это 6 жезлов. Карта говорит о том, что у вас будут какие-то победы, у вас будет возможность закончить какой-то проект, приехать туда, куда хотели, либо наоборот поехать, допустим, это отпуск или еще какие-то важные для вас моменты, дела. Это может быть регистрация брака, это может быть просто вы начинаете вместе жить, да, может быть, вы просто встречались, да, а теперь вот решили, что у вас будет общий дом. В общем, любого рода радости и победы по 6 жезлов происходит. Здесь еще может быть расширение ваших возможностей, здесь может быть получение должности, здесь может быть повышение и в финансах, здесь может быть улучшение вашей жизни. Вот вы как будто бы и так, в принципе, молодцы, да, у вас и так вроде бы хорошее есть жилье, да, возможно, у вас есть люди, которые с вами рядом, возможно, работа хорошая, но вам здесь хочется большего, вам хочется идти дальше, вам хочется как бы сделать не только для себя жизнь лучше, но и для своих близких. То есть вы благодарны, вы человек позитивный, то есть вот просто замечательное такое начало месяца у вас. Середина месяца выпадает карта старшего аркана суд. Это у нас улучшение ситуации еще большее, да, то есть здесь мало того, что вы здесь просто в таких удачных обстоятельствах находитесь, у вас еще и жизнь меняется на уровне судьбы. Карта, которая говорит о том, что все ваши вопросы сложные могут решиться как раз в середине июля или начнет закладываться основа для того, чтобы они решились. Здесь может быть любая перемена, здесь может быть любое как бы важное решение в вашей жизни. Это может быть смена профессии, это может быть выбор профессии, это может быть выбор спутника жизни, брак, рождение ребенка. Здесь может быть и судебное какое-то решение, очень важное для вас. В принципе, в общем, все, что для вас решающее, может начать происходить в середине этого месяца. Теперь окончание месяца. Кстати, исцеление от болезней тоже у нас идет по суду. Окончание месяца туз жезлов. У вас появляется сила желания. Вы начинаете чувствовать себя непобедимым, вы начинаете понимать, куда вам идти, куда вам ехать, что вам делать. То есть у вас настолько много энергии жизни, что вас она переполняет. И вот самое главное, что туз жезлов, его вообще очень сложно игнорировать, потому что нас вот прям просто несет на волне желание такого очень сильного, да, это даже не желание, а намерение уже.
И вы готовы свернуть горы, и действительно у вас тут может все очень хорошо получаться. То есть конец месяца идет такое очень сильное продвижение к вашим целям. Но еще, может быть, здесь нет результата, здесь, может быть, только первые шаги, но вы просто будете, как сказать, не устрашимы, да, вас не остановить. В общем, у вас действительно здесь море позитива, море энергии, море здоровья. Если, допустим, кто-то болел, то здесь вот вообще, знаете, как даже говорят, что у некоторых людей, допустим, диагноз поставили, что человек вообще там не должен жить, а он как бы прекрасно живет еще чуть ли не столько же, сколько до этого жил, да, то есть здесь по такому вот расположению карт у вас просто чудеса могут в жизни происходить. В общем, ваша жизнь меняется целиком и полностью, дорогие весы. Отношения. Для тех, кто в поиске пары, девятка червовая говорит о том, что вот он ваш новый человек. Тем более, посмотрите, все карты говорят о том, что ваша жизнь меняется. Это неожиданность, это скорые какие-то новости, это перемены очень быстрые, это новые люди, новые события. В общем, все, что для вас новое, да, это вот ваша стихия, входите в нее, и вы обязательно там найдете того, кто вам нужен. Шестерка пиковая для тех, кто в паре, а это значит, что у вас могут решаться действительно вопросы брака, рождения ребенка. Может быть, вы оформляете даже какие-то документы. Вот когда мы регистрируем брак, мы заключаем такое соглашение. Да, ребенок, когда рождается, мы получаем свидетельство. В общем, какие-то такие очень важные могут быть моменты в жизни. Плюс еще действительно судебные какие-то дела могут решаться. И причем, знаете, очень много эмоций вы будете тратить на это, но, может быть, даже, знаете, придется проявлять какую-то решительность, может быть, придется где-то настойчивым быть, может быть, даже смелость какую-то придется проявлять, да, для того, чтобы вопрос решился. И, может быть, нужно будет не поддаваться эмоциям для того, чтобы какой-то важный вопрос в вашей жизни вот имел решение. А теперь ссора, да, если у вас вдруг ссора, восьмерка трефовая говорит о том, что сейчас слишком много сложностей у вас в отношениях, и, может быть, неправильно ведете себя вы, либо неправильно ведет себя ваш партнер, либо завышенные у вас требования друг к другу, вы не можете друг друга принимать, вот, либо этот человек не ваш совсем, либо вам нужно менять тактику для того, чтобы вот у вас с ним были какие-то хорошие отношения. Но если даже вы решите ну, как бы идти на пролом, да, то вы можете вообще разрушить ваши отношения. То есть не забывайте вот о том, что говорит двойка чаш, что нужно оставаться собой, нужно быть самодостаточным и не сливаться с другим, не впадать в зависимость от него. Теперь работа. Те, кто в поиске работы, дама бубновая, говорит о том, что у вас появляется возможность и не одна. Возможно, даже кто-то помогает вам находить работу. У вас знаете, еще и будет такое замешательство, что выбрать, да, и то хорошо, и то хорошо. И будете думать, что же все-таки лучше. Вот это такой трудный момент у вас будет. Но в любом случае возможности есть. Для тех, кто уже работает, здесь туз бубновый говорит о том, что либо у вас идет отпуск сейчас, июль, либо работа вам приносит удовлетворение, удовольствие, вас хвалят, вас замечают, либо вы хороший руководитель, либо вы получаете хорошие деньги, завершаете проект какой-то хороший. В общем, здесь у вас действительно все очень благополучно. Репутация возрастает, может быть, интуитивные какие-то моменты в работе, когда вот не знаете, как поступить, да, вам интуиция подскажет. Может быть, какая-то победа очень важная для вас в делах, может быть, конкурентная у вас какая-то борьба, или еще что-то вам нужно было доказать. Будет, знаете, такая вот, ну, как бы, очень большая сила у вас влияния на других людей. Хорошая, успешная карта. Теперь те, кто своим делом занимается, король пиковый. Вот карта говорит о том, что ваше дело будет очень успешно развиваться. Вы, возможно, будете даже как-то творчески этот процесс
развивать, да, может быть, что-то свое индивидуальное будете вкладывать. Также, может быть, будут люди привлечены, значимые, или люди, которые имеют вес в обществе, да, может быть, это чиновники даже какие-то, или просто люди более такого старшего возраста, которые могут дать совет, которые могут помочь, какую-то ситуацию понять, или, может быть, даже денег кто-то вам захочет дать как меценат, да. Также это может быть и партнерство с человеком, который вот уже многого достиг в этой жизни, то есть он для вас как пример такой может быть. И вообще у вас может быть какая-то важная работа завершена, будете очень довольны тем, что у вас получилось. Деньги для тех, у кого зарплата семерка бубновая, карта говорит о том, что у вас будут деньги в зависимости от ваших коммуникаций. Чем больше коммуникаций, тем больше денег, да. Также может быть будут спрашивать у вас деньги ваши близкие, знакомые, да, кто-то, может быть, занимать деньги придет. Также карта говорит о том, что вы сможете что-то купить дешевле, чем планировали, то есть у вас как бы такая, может быть, удачная покупка чего-то важного. Кстати, на обучение тоже, может быть, деньги будут уходить. На просто какие-то встречи с друзьями могут деньги уходить. А теперь те, кто своим делом зарабатывает. Дама червовая. Карта говорит о том, что у вас какие-то перемены и в работе, и в отношениях, и все это влияет на ваши деньги. Может быть, у вас действительно тут какая-то большая перемена в жизни, в семье, в отношениях, и у вас денежки уходят вот именно в эту сферу, да, на какие-то торжества, мероприятия, на какие-то перемены в недвижимости в самой, может быть, какой-то переезд даже будет, может быть, кто-то к вам приезжает из родственников, да, в общем, здесь вот у вас такого рода расходы могут быть, но в любом случае у вас вот в сочетании эти карты говорят о том, что ваше финансовое состояние улучшается. И даже если какие-то неожиданные траты есть, они все-таки, ну, как бы ничем вам не угрожают, компенсируется все очень быстро. Итог месяца. Десятка трефовая. Карта говорит о том, что у вас могут быть какие-то задержки и препятствия, и, может быть, нужно будет ждать, терпение набираться, да. Может быть, будут какие-то ситуации, которые вот вы не сможете преодолеть, тогда нужно просто избирать либо другую цель, либо другой путь, как-то обходить эти препятствия, да. То есть, если вот вы чувствуете, что вот то, что вы запланировали, не решается, значит, просто другой путь нужно избрать. Также вот в конце месяца у вас может, вернее, по итогу месяца, может быть, вы получите отказ от кого-то, от кого не рассчитывали, да. Может быть, даже будет какая-то ситуация сложная, может быть, даже опасная для вас, будьте осторожны. То есть карта говорит о том, что мы бываем очень упрямы, особенно когда у нас есть какая-то цель, какой-то план. Мы вот можем действовать, несмотря ни на что. Нас предупреждает так жизнь, нам вот здесь что-то закрывается, а мы вот все равно, допустим, идем в этом направлении, которое нам вредно. Вот лучше прислушаться к знакам, которые судьба дает. Может быть, действительно нужно поменять цель, может быть, нужно поменять методы действия, да, может быть, нужно как-то снизить планку, может быть, вы слишком высоко для себя ее сейчас подняли, именно вот в тот период жизни она для вас высоковата, может быть, потом она будет нормально, да. Друзья, желаю всем прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.